Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Музыка, как и любое другое искусство, отражает жизнь в художественных образах. Но каждое искусство отражает жизнь по-своему. Живопись, скульптура, то есть искусство изобразительные, передают лучше всего предметный мир в конкретных зримых образах. Литература рассказывает о человеке и мире в конкретных понятиях, обращаясь прежде всего к человеческому разуму. Музыка как искусство звуковое, обращенное к нашему слуху. Музыка, как никакое другое искусство, может наиболее прямо и непосредственно, наиболее полно и глубоко передать внутренний мир человека, тончайшие движения его души, сложнейшую гамму чувств, настроений, переживаний. Мир музыки – это не сказочный, а существующий на самом деле мир. Удивительный, увлекательный, он вокруг нас. Однако свои сокровища он раскрывает далеко не сразу и не каждому. Сила воздействия музыкального искусства огромна. История знает немало примеров того, как музыка объединяла людей, сплачивала их, воодушевляла на подвиги. И, конечно, исполнители музыки, песен – это наше достояние. Это не секрет, что сегодня звезд полно, а любимых исполнителей мало. Эстрадная певица, заслуженная артистка Кыргызской республики Джилдыз Осмоналиева является звездой и любимой артисткой. Джилдыз ханым, скажите, пожалуйста, в какой семье вы выросли и откуда вы родом? Ну, когда у меня так спрашивают за пределами, естественно, я говорю Кыргызстан. И вообще стараюсь говорить Кыргызстан, кыргызы мы, потому что есть очень, кстати, вот хороший пример. Ну, я часто бываю в Баку, у меня там есть друзья, вы знаете, да? Там, значит, все считаются вот не по национальности, да? Там по кланам, по родовой. Говорят, ты кто? Азербайджанец. Это вот моя большая мечта, чтобы все говорят, ты кто, да? Я кыргыз. Прежде всего. Ну, естественно, родословная, я иссыкульская, из рода Бугу, а потом идет еще деление на папа. Вот, и выросла в достаточно музыкальной семье. А что привело именно к пению вас? Вот сколько себя помню, столько и помню, что всегда в доме звучала музыка. Причем везде, что едешь на Иссыкуль к бабушке, что в городе, потому что в городе Фрунзе, вот когда я росла, у родителей всегда собирались известные музыканты, композиторы. Тогда они были просто молодые, симпатичные ребята, а сейчас это уже наша история, наша культура нашей страны. Песня, которая привела к успеху, можете назвать? Ну, популярно. Самое популярное вообще у каждого артиста, я считаю, как и у каждого актера, как у каждого спортсмена, да? У спортсмена какие-то достижения, там медаль, да, значимая медаль, которая остается в истории. Моя визитная карточка – это песня «Эсимде» от Тайо Гумбаева. Когда она исполнила песню «Эсимде» в Минске, к ней пришли из Национального радиокомитета, попросили фонограмму, чтобы эта песня звучала на радиостанции. То же самое было в Турции.
Работники ТРТ-канала, продюсеры, режиссеры сняли видеоклип на берегу Средиземного моря. В Индии было так же. Сама песня очень красивая, ей больше 100 лет. Это песня известного акына Атая Огонбаева. Ее исполняли народные артисты СССР Токтоналы Сейталиев и Дарика Джалгасынова и самый известный в мире оперный певец Булат Минджилкыев. Песня уже больше 120-130 лет ей. И песня, я считаю, которая не имеет границ, не имеет национальности, потому что где бы она ни звучала, она всегда оставалась в сердце у людей. Поэтому для меня это целая история. Ну и плюс за эту песню много получено было очень наград, где я выступала на международных конкурсах. Она всегда была обозначена. Достижение. В чем она была сначала, а потом и наоборот. Впечатляющий провал. Ну, естественно, пока молодая, ставишь перед собой какие-то цели, да? Но опять-таки, видите, я восточная женщина, восточная девочка с той ментальности, когда родители тебе всегда говорят, самое главное – это не пение, сцена, самое главное – тебе выйти замуж, родить детей. Естественно, достижения – это, конечно, мои дети, мои близкие. А все, что я достигла, я не считаю это таким большим значимым. Это больше всего мое любимое дело. Я счастлива тому, что я всегда занималась тем, что я люблю. Была загруженность, естественно, усталость, слезы. А сейчас, естественно, родителям хочется только сказать спасибо за это блестящее образование, которое они мне дали, за то, что они мне привили любовь к чтению, за то, что я много читала, ходила в библиотеки. Близкие всегда и во всем ее поддерживают. Зелден Османалиев, отец Джилдыз Османалиева. Скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к творчеству Джилдыз Османалиева, как отец? Вы знали, что она станет певицей, и в то время, наверное, это было как-то не так просто. Даже рады, что она стала певицей. У нас это дети все музыкальные, поют, на гитаре играют. Сколько у вас детей? 3 сына, 1 дочь, вот это единственная Джилдыза. Какая она была, Джилдызка, в детстве? Послушная или наоборот? Она была очень послушная и очень преклонна была к музыке. Она ходила в музыкальную школу имени Шубина по классу фортепиано. И вот с этого момента у нее началась эта творческая деятельность. Она с малых лет пела, на фортепиано хорошо играла. Потом стала участвовать в разных конкурсах. И она завоевала на Азия Даусу 3 место. Мама у нее достаточно сильный человек. Она любит достигать успеха во всем. Сама бывшая сотрудница МВД фактически всю жизнь искала возможности добиться хороших результатов на новом поприще, где бы она ни работала. С 1 класса до школьного возраста она была очень музыкальная, потому что мы уже видим и чувствуем, и поэтому мы ее сразу в школу и музыкальную школу тоже отдали, чтобы она занималась. Она с 1 класса на класс фортепиано.
фортепианом занималась по 7 класс. И параллельно я где-то домашнюю работу делаю, и параллельно я сама с ней занималась музыкой. Где-то бывает там как бы ноты там где-то половинная, где-то четвертная, где-то пауза. И все время она очень хорошо. И в школе, где она Шубина училась, и учителя действительно, как бы сказать, то, что она очень музыкальная, поэтому они удивлялись. И вообще, говорят, действительно, и параллельно в школу, 28-й она училась. Вот нормально она, очень хорошо, 7 класс. По 7 класс это училась Шубина. Потом только после 10-го только пошла в институт, поступила. А вы не были против того, чтобы она стала певицей? Какой там против? Мы, наоборот, мы с ней вместе занимались, вместе пели. Вы тоже пели, как я уже узнала. В детстве вместе, Джалдызская вместе пели. Ну, я когда-то училась, тоже пела. Тоже была, как бы сказать, лауреатом Всемирного студенческого фестиваля. Как раз она в вас пошла. Да, вот такой. Поэтому она... И папа наш тоже музыкальный, тоже фортепиано, коммус, все играет. Джалдызна папа тоже вот так занимались. А вы работали в филармонии? Да, я в филармонии работала, честно говоря, до рода Джалдыза, потом уже ушли, потом уже в школе пошла, потом после этого уже пришлось работать по другой системе. Вы пошли в органы работать, и майор милиции. Да, я сейчас майор милиции в отставке, на пенсии. Biz жүрgün aylı tün kayda, biz üzgün jipar gül kayda, gözüngdön seket bol oyun, görünüp koyçu bir gayra. Успех Джилдыз Османалиевой пришел в 1991 году, когда она стала дипломанткой престижного музыкального конкурса «Азия Даусы» в Алматы. Это всемирно известный фестиваль, проводится в Казахстане. Домой она вернулась настоящей национальной героиней, ведь это была одна из первых побед для Кыргызстана как для независимой страны. После победы она работала в Кыргызстане, участвовала во многих государственных проектах, фестивалях, часто представляла республику за рубежом.
Kutlu ayımlar bayramınız menen. Дорогие женщины, с праздником вас. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Наставник ваш еще назовите. Нас Рафаил Сарлыков учить. Вот мне уже 50 лет, а я до сих пор к нему хожу, до сих пор работаю, до сих пор у него учусь. И что меня удивляет, я каждый раз что-то узнаю новое. Вот он, конечно, дал очень большой вклад в мое воспитание, вот именно вот, что человек, он должен развиваться во всех отношениях, максимально выжать в буквальном смысле из себя все силы для того, чтобы получить очень много. Это, естественно, моя слабость в том, что я очень неспортивная, да, но он очень хотел, чтобы была пластика. Он хотел, чтобы я умела двигаться. Но у меня достаточно строгая мама. Вот, она у меня офицер, вот я вам рассказывала, она в МВД работала. Она, конечно, таких воспитывала достаточно так. Она считала, что вот надо ходить ровно, меньше каких-то вот лишних движений. Оно, естественно, какой-то след дало впоследствии на сцене, потому что все равно, когда появляются какие-то вот свои, что ты не можешь лишних движений сделать. Но позже я поняла, что не главное скакать, танцевать, а главное петь. Главное вот исполнить и вот уметь обмениваться, чтобы тебя услышал слушатель, зритель и понял, о чем ты исполняешь, что ты хочешь донести. Потому что мы же знаем, что, например, Кобзон не танцует. Да, еще как стоит, да? И он заполняет всю сцену, потому что пришло такое время, к сожалению, там, или это веяние времени того, что все хотят сделать шоу. То есть выходит артист, он ничего из себя не представляет в плане вокальных данных. У него нету возможности в чем-то себя проявить, потому что от природы этого нет. Знаете, мне очень нравится одно хорошее высказывание, не помню, в каком-то художественном фильме это было сказано. По-моему, фильм «Приходите завтра», вот когда профессор говорит ректору: бездарь всегда пробьет себе дорогу, а таланту надо помогать. Вот из того случая, что многие делают шоу. То есть выходит артист, и вокруг него 20 человек, какие-то циркачи, какие-то ленты, все это вертится, крутится. А песня никакая, материал никакой. Вот. И я четко помню, что увидела, как выступает Иосиф Давыдович. Он сказал: вот мне не надо вот танцы, вот меня это смущает, я очень стесняюсь. Меня это стесняет, и он один заполняет огромнейшую сцену. Вот у нас в Кыргызстане, к сожалению, нет еще большой сцены, думаю, в будущем построят. Но вот такие вот залы, как Олимпийский, огромный Кремлевский, он может стоять один, и его будет много и достаточно для 10 тысяч зрителей, чтобы все внимание и все слушали его и получали удовольствие от общения с ним. Вот это, по-моему, самое главное для артиста. Скажите, быть популярным, известным мешает вам жить или наоборот? Я как-то особо над этим не задумываюсь, но скажу, что вот я не стремилась к популярности, и все время в 90-е годы, когда все это начиналось, вот для меня были другие задачи. Это профессиональное исполнение, это аранжировка. Сейчас у наших молодых исполнителей, конечно, возможностей намного, в 1000 раз легче, потому что есть интернет, есть какие-то программные обеспечения, программа, которая может музыку сделать намного качественно, хорошо и быстро. Тогда, когда такие артисты вот моего времени, это вот Гульнур там, Сатыланова, Светлана Назаренко, там, Рыскельды Усмунков, Ахтан, да, нам на одну песню требовалось почти около $1000 потратить для того, чтобы записать живые звуки, чтобы это все фирменно свести, чтобы это сделать мастеринг, потому что мы к этому подходили очень ответственно. А чтобы записать альбом, это были целые состояния, и не имея еще такой материальной, хорошей базы, да, хорошего дома, квартиры, как это есть сейчас,
мы вкладывались в это творчество. Вот все буквально заработаешь, часть какую-то в семью, и часть надо было на свои песни, аранжировки, потому что мы не пользовались ПСРками, не скачивали минус с интернета и не делали плагиатскую музыку. Мы не воровали ни у кого, ни в Турции, ни в Узбекистане. Мы рожали новые песни, новую музыку. Поэтому не без гордости могу сказать. И в то время много было артистов, которые печатали календари какие-то, вот плакаты, их было везде много, да. Маленькие календарики дарили, вот чего не было никогда у меня, потому что мне, в принципе, не нужно было, что прям узнавали, там, фотосессии у меня было всего 2 в жизни, это когда я выпустила 2 альбома. Вот когда я нашла время, это очень сложная работа, поэтому не завидую моделям, когда вот эти вот все стоят прожектора, и тебе надо целый час отработать и показывать свое настроение. Это очень сложно. Поэтому сказать, что вот популярность мешает или нет, потому что, наверное, наш слушатель, который знает меня там и мое поколение артистов, наверное, они такие, скажем, интеллигентные. Кто-то скажет комплимент, а кто-то просто улыбнется молча. Вот этого, конечно, прям заселфиться, чтобы побежали, показали это все там. Такой, конечно, популярности нету. На улице узнают, наверное. Да вы знаете, в принципе, вот меня очень долго не было в стране. Я вот жила в Москве и обучала своих детей, занималась там бизнесом. Меня узнают больше, конечно, старшее поколение, но есть молодежь тоже, наверное, скорее всего. Вот переломные моменты были у вас, помните? Переломный момент, можно сказать, в своем творчестве я прохожу его 2 уже. Первый раз это после возвращения первого с декретного отпуска, потому что 7 лет меня не было, я растила своих маленьких детей, они у меня погодки, 2 сына. Кстати, у вас 2 детей? 2 сына, им уже 24, 25, они уже взрослые джигиты. И когда ты возвращаешься обратно, не все так рады, наверное. Этот момент я пережила, и поэтому, когда я 2 раз вернулась с Москвы, я опять увидела, что... Даже так? Это нормально. Я не говорю про какие-то там официальные структуры, но потому что... Доброжелатели находятся. Они, кажется, бывают. И меня это очень удивило. И кто-то пытался мои песни перепеть, исполнять. Это тоже нормально. Я, в принципе, понаблюдала, посмотрела. Сейчас очень много музыкальных каналов. В общем-то, я ко всему нормально, спокойно к этому отношусь. Это все жизнь. Джалдыз-ханым, как вы можете охарактеризовать себя в 2 словах? Какая вы? Эмоциональная, уступчивая, скрытая или, наоборот, открытая? Наверное, самое сложное давать себе какую-то оценку. Все-таки. Но по уступчивости, да, я могу уступить. Не для того, чтобы вот там какие-то свои ситуация так заставляет уступить, а просто я просто понимаю, что если вот кому-то это так надо, то я, естественно, уступлю. И, наверное, посчитаю это правильным. Потому что в любом случае Всевышний так распорядится. Если даже вы правы, все равно уступите? Или настойчивы будете? Компромисс будет? Ситуации, конечно, разные. Если говорить в каком-то направлении работы, да, там, правовой стороны, естественно, я буду в рамках закона доказывать свое. Если касается вот каких-то таких других человеческих отношений, я просто даю возможность тому человеку, с которым у нас недопонимание, я уступлю, а время все расставит на свои места, и все равно, я думаю, он поймет потом позже. Или не поймет, но это опять-таки вот как природа. Что для вас может быть самый лучший подарок в жизни? Когда я родила, мне было 24 года. До этого же вот все вот какие-то цели были, конкурсы, достижения, там какие-то амбиции свои.
И вот когда я увидела вот рождение своего первого ребенка, вот держала вот так на руках, я вот подумала, какое же было преступление себе позволять раньше жить без него. Как я могла без него раньше жить, существовать? Почему я не сделала это раньше? Наверное, вот дети. Самое большое счастье и подарок от Бога. Что бы вы никогда не сделали бы, никогда себе не позволили бы, что это было бы? Ну, не буду говорить про высокопарные слова, которые были, да, у нас в нашей комсомоле там, или в партии. Ну, наверное, не предам своих близких. То есть не предать? Не предать – это самое главное, да. Потому что, само собой, разумеется, это мои родные, да, мои братья, это уже мы одно целое. Но когда касается моих близких, которых мне подарила жизнь, которых мне дал Бог, наверное, я никогда, вот, если какой-то будет вопрос стоять, я, естественно, буду с ними. О чем мечтает Жалдыз Османалиева? Если скажу о старости, будете смеяться. О старости? Нет, я просто шучу так. Я всегда мечтаю и себя вижу в домике на веранде на берегу Иссык-Куля. В тишине и с вареньем, которое я сама сварила. Ух ты! Вы на каком языке еще умеете петь? Кроме русского, кыргызского. Есть такие песни? Да, есть. Например? Очень большая у нас база песен на многих языках, но это не значит, что я на них говорю. В музыкальной школе в хоре мы пели «Аве Мария» Шуберта, которую потом транспонировала на другую тональность. Ее исполнял мой братишка Куатик. Он был солистом большого хора. Потом в ансамбле «Ракет», где мы со Светой очень долго занимались, у нашего учителя Рафаэла Сарлыкова, мы прошли очень много песен на песнях народов мира. Это и грузинский язык. Грузинский? Да. Это, значит, Италию я вам сказала, это таджикские народные песни, это латиноамериканские песни, это Никарагуа, это Куба. Я даже вот так вот все сразу много и не вспомню. Украинский, естественно. Очень на многих языках мы много пели и получили вот такую вот хорошую вот базу. А на грузинском можете? Чуть-чуть хотя бы. Конечно, могу. Это вообще не сложно. Это вообще грузинская песня поется в хоре несколько человек, хотя бы 3-4, потому что должна подпевать. Вот вы должны мне подпевать тогда. Нет, я не умею, правда. Колонари джиано, читыцка богатствия, дела овдила нани навда. Дивдила, водила, 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 делио, делио, дила, да, дела, водила, да, нани навда. Ну, хочется сказать для вашей передачи большая благодарность вам за то, что вы нас объединяете, потому что все вот эти вот передачи, все вот эти знакомства с новыми странами, людьми культуры, людьми, которые являются там известными в своей стране в какой-то деятельности, спорта, там, кино. Это прекрасно, потому что мы друг о друге должны знать, потому что мы все родственные. Поэтому большого процветания. И я желаю, чтобы наш мост, он расширялся, чтобы он был настолько вот таким мощным, который просто невозможно было бы никогда ничем разделить.
Қанжығаға баш байлап, күн кетеді намысқа. Қанжығаға баш байлап, жігіт кетеді намысқа. Алыдартыңды унутпа, жаман жакшы күндөрүң келип кетет турмушта. Өмүр чуркап алыска, өлүм менен жарышта. Канжыгага баш байлап, жигит өтөт намыска. Канжыгага баш байлап, жигит өтөт намыска. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.
Благотворитель года, герой труда, руководитель ОСО «Кызылбулак» Исманале Карабаев накануне 8 марта стал дедушкой в 4-й раз. В их семье пополнение, родилась внучка. Родственники, близкие и друзья поздравляют Исманале Джумабай Уулу с этим прекрасным днем.